4 миллиона рублей администрация Мирнинского района выделила общественным некоммерческим организациям. Об этом говорили на встрече главы районной администрации с руководителями общественных объединений. Какие темы стали предметом диалога с молодежью, расскажет Елена Бруй. В зале районной администрации самые активные молодые. На приеме у главы и лидеры молодежных организаций региона. Проблемные вопросы, планы на перспективу и итоги за 2015 год. Главные темы диалога. Работу молодежи чиновники оценили на отлично. Десятки праздников, соревнований и социальных акций в прошлом году придумали и организовали именно молодые энтузиасты. Юбилей района, юбилей города, различные мероприятия. Не секрет, что эти мероприятия проводят не люди старшего поколения, не те, кто сегодня занимает руководящие должности. Это молодежь, наша молодежь, начиная от школьников, заканчивая студентами и рабочей молодежью. Сегодня в Мирнинском районе 22 молодежные организации. От клуба парашютистов до клуба литературного и дискуссионного. Работу объединений в администрации района поддерживают. На субсидии некоммерческим организациям в бюджете ежегодно выделяют около 4 миллионов рублей. Распределение средств через гранты. Деньги идут на конкретные проекты. Помогают и советам. Общественным организациям оказывается юридическая консультация. В 2016 году молодежным организациям есть над чем работать. Впервые в Мирном состоится православный съезд и республиканская игра «Министр». Традиционные проекты приобретут новые формы. К примеру, форум «Вилюй» пройдет уже в республиканском масштабе. Также предстоит собрать делегацию волонтеров для участия в 16-х международных играх «Дети Азии» в Якутске. В этом году также запланировано участие жителей Мирнинского района, волонтеров Мирнинского района в крупном мероприятии – это игры «Дети Азии». Минимальное количество, я так понимаю, что у нас будет 20-40 человек отправлено на эту игру. Будем надеяться, что их окажется больше. Сейчас ведется активная работа с волонтерами для того, чтобы они были подготовлены, и показали себя с лучшей стороны. Обратился глава района к молодежи с просьбой. Призвал подумать, чем можно занять подростков в новом дворце детства. Строительство объекта в 2017 году начнет компания «Алроса». Для активной молодежи там будут созданы рабочие места. На собрании отметили и лучших активистов региона. Глава Мирнинского района и председатель комитета молодежи вручили грамоты и памятные кубки.